Несколько раз нас закрывали, требовали наркотики. Пошли-ка в машину, там посмотримся. Не зависать. Темно, ножи, кровь везде. Ой, там всякое бывает. Эльбрус, возле турбазы, проспект Коста, 96. Без сознания мужчина. Сейчас посмотрим, на что напоримся. Вот пошли смотреть, что нас там ждет. Так, друзья, товарищи, пошли-ка в машину, там посмотримся. Пошли в машину. Пошли в машину. Машину пошли, посмотрят тебя. Я Гузарова Джулита Михайловна. Работаю на станции скорой помощи уже около 30 лет. Работаю на кардиобригаде более 25 лет. Со мной работает Кисаева Ада, фельдшер моя. Работаем мы через каждые 2 дня на 3. Заступаем на работу 2:30 и работаем до 8 утра. Вызова бывают самые разные. Самые разные бывают вызова. Значит, и реанимационные, и кардиологические вызова, но в основном специализируемся, конечно, на кардиологических вызовах. Одевайся. Всякое бывает в нашей работе, бывают и смерти. Конечно, это очень тяжело переносится, очень тяжело. Вот, ну, стараемся помогать. Я работаю 22 года ровно на скорой помощи. После окончания училища я сразу устроилась на скорую. Это была моей мечтой устроиться. Мечта сбылась. Мне казалось, что это легкий труд, романтический труд, но это далеко не так. Это очень сложно, очень тяжело. Помню, это было в Михайловском. Вот это самый страшный случай был. Нам дали ножевое ранение, пришли, а там дядя нанес ножевые ранения племяннице, матери, себя и брата. Ну, племянница умерла, брата мы спасли, его тоже госпитализировали. А мать как лежала в постели, так и осталась. Во-первых, пока мы зашли на вызов, мы зашли без милиции, без полиции. Вперед шла врач, сзади мы, темно, ножи, кровь везде. Это было страшно, конечно, но мы обследовали, оказали помощь и пострадавшим, и преступнику. Вот это вот вообще уму непостижимо было, страшно было. В данный момент что беспокоит? Абсолютно ничего. Я вам еще раз говорю, я его не чувствую, у меня ничего не болит. Единственное, вот что глаза, помутнение, вот видите, такое ощущение, что они у меня болят. Больше я ничего не чувствую. Головокружения нету, ничего, слабость? Нет. Не подкашнивает, я 6 ничего? как коза бегала. С 1, с 5, с 11. Сахарный диабет? Нет, слава Нет. Богу. Еще что? Стрессы в последнее время? Нету таких, да? Вот то, что в школе. Ну, слава Богу, в доме все спокойно. Вот стоим, отдыхаем, пока вызовов нет, город молчит, и мы отдыхаем. Как вызов поступит, мы так стоять не будем. Выйдем сразу же на помощь. Помню, случай был у нас, поступил повод, ДТП, приехали. И мы долго не могли найти пострадавшего. Это было на Архонском перекрестке. Ну, трасса Архонская была. Потом МЧС приехали и нашли. Машина была со стороны Гизели, а пациент был со стороны Нагирских полей.
Ну, естественно, мы и время теряли пока. Потом обездвижили, обескровили, обезболили. И когда он уже как-то обезболился, он лежит на носилках, капаем в 2 руки, шок у него. И он обращается ко мне: сестра, а я, говорит, увижу своего сына. Я говорю: конечно, увидите, вы должны жить. Но тем не менее мы видели, состояние было крайне тяжелое. И тем не менее мы его бодрили, как могли, успокаивали. И мы узнали, что он спешил в роддом. В тот день у него родился первый ребенок, сын. И он мне говорит: я, говорит, увижу сына. Я, говорит, ты должен увидеть. Для чего, говорю, мы здесь стоим и капаем, оказываем тебе помощь. И тут зазвенел его телефон сотовый. Он говорит: ответьте, пожалуйста. А там друзья на Дзержинского уже пировали. И они говорят: где наш брат? У него сын родился. Я говорю: вы знаете, он с гипертоническим кризом. Мы везем в РКБ. Будьте добры, подъедьте к нему. В общем, потом мы все ж таки отслеживаем своих пациентов. Он умер. И вот до сих пор я не могу понять, может, мы что-то не так сделали, может, Бог ему не помог. Ну, мы делали все, что мы могли. И вот когда мы его передали уже травматологам в общий зал, он еще повернулся и мне говорит: сестра, я сына увижу, махо, мало пуйдам фензинанджан, фензинамевшимар. Вот так вот. И утром я шла мимо РКБ, и уже возле морга стояли все родственники. Вот скажите, психологически, как это пережить? Никак. Несколько раз нас закрывали в квартирах и требовали наркотики. Ключ закрывали, клали себе в карман. И все. И мы вынуждены были делать, мы созванивались со станцией, потому что иначе бы нас не выпустили. Закрывал нас сам наркоман тоже. Вот. Хорошо, что потом он захотел воду пить и вышел в кухню, и мы как оттуда летели, только пятки сверкали, еще под этот дождь, ливень. И бежим, где-то падаем, где-то что. Ой, всякое бывает. Понятно, очень много сложных случаев, но стараешься как-то забывать их. Потом, когда сядешь, иногда как начнешь вспоминать: боже мой, такое было, и такое, такое-то. Но, видимо, память так устроена, что старается вот все тяжелое вымыть из памяти, потому что это нереально, вот эти все тяжелые вызова держать у себя, как говорится, в памяти. И притом даже мы стараемся после работы, несмотря на расстояние до дома, идти пешком. Это бывает где-то 40-50 минут. Во-первых, чтобы легче тогда становится, как бы энергетику стягиваешь в себя нехорошую, и легче становится, вот когда долго идешь пешком, потому что не хочется приходить и с тягостным ощущением заходить в свою квартиру. И все, закончилось наше дежурство. Очередное тяжелое дежурство. Все больные у нас были разноплановые: хирургические, реанимационные, кардиологические, были и госпитализации на станцию. Были и госпитализации. Ну что делать, работать надо. Есть удовлетворение от работы, что кому-то очень помогли. Есть и досада какая-то, что не разобрались в каком-то больном, но госпитализировали, разберутся в стационаре.
Ну а так работать надо, людям помогать.